Церемония вручения ордена «Родительская слава» состоялась в администрации главы и правительства Ингушетии. Его из рук полпреда получают супруги Ахмед и Петимат Марзиевы, которые воспитывают 7 детей. Все они разносторонне развитые, показывают высокие результаты в учебе, спорте, активно участвуют в творческой жизни школы и города. За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей орденом «Родительская слава» награждены Марзиев Ахмед Асланович и Марзиева Петимат Аюповна. Далее глава республики, а в его лице и весь народ принимал поздравления от гостей. Много теплых слов прозвучали от представителей Госдумы Федерального собрания и руководителей субъектов округа. Они отметили, что молодой регион за 3 десятилетия добился высоких результатов в экономике, спорте, социальной политике. Первый раз я приехал в республику в 2020 году, и тогда еще одна любовь появилась в моем сердце. Это любовь к славному народу и великой республике. Ко всем вам. Вы знаете, когда республика открывалась для меня, так же, как открывается для сотен тысяч и миллионов тех туристов, работников, людей, которые просто интересуются Ингушетией, нашей великой родиной России. Когда открываются эти ворота сюда, в Ингушетию, мы все видим лица. Их очень много. Это лица детей, у которых улыбки из-за того, что они могут найти свое место и получить путевку в жизнь благодаря великолепной системе образования, которая есть в республике. Это лица отцов, которые своими советами и заветами учат самому главному – любви к родине, любви к своей республике, любви к России. Это руки матерей, которые берут на себя ответственность за очаг, за дом. И на самом деле ингушские матери – это одни из лучших женщин, которых мне только приходилось видеть. Их забота, их любовь, их полное самопожертвование для своей семьи – это действительно вдохновляет. И самое главное – это лица защитников России, которые сегодня на рубежах нашего государства в момент специальной военной операции несут флаг нашего государства и флаг республики. Мы гордимся ими, мы гордимся каждым из жителей Республики Ингушетия. Уважаемый Махмуд Алимак Шарипович, спасибо вам за весь тот труд и все то, что вы вкладываете в ежедневный свой капитал, который вы привносите в развитие Республики Ингушетия. Государственная Дума, фракция ЛДПР в Государственной Думе, которую я представляю, оценивает систему, которая выстраивается, управленческую систему, образовательную систему, систему подготовки кадров и, в принципе, все те шаги, которые направлены на развитие республики, мы оцениваем очень-очень высоко. Спасибо каждому жителю республики за труд. Огромное спасибо вам всем. Я искренне поздравляю жителей Республики Ингушетия с знаменательной датой. Скажу, почему она знаменательна, по моему мнению. Когда мне сегодня предоставили материал, справку о Республике Ингушетия, я в сторону положил эту бумагу, потому что волей судьбы я был свидетелем, как проходило становление республики в новом качестве. И хочу сказать, для страны 90-х был сложный период. Страну разрывали на куски. Северный Кавказ подвергался напастям со всех сторон. Страна выдержала, Республика Ингушетия выдержала, прошла сложный этап. Именно через определение статуса для себя в то сложное время и пошли вперед дальше, двигаться, развиваться. Сегодня Ингушетия показывает достойные результаты социально-экономического развития. Сегодня мы видим
какая прекрасная столица. Я уверен, это все благодаря поступательной работе, решениям всех руководителей, которые на определенных этапах возглавляли республику. И сегодня Махмуд Али Макшарипович достойно продолжает это делать, достойно ведет республику вперед по пути созидания. Но и, конечно же, это невозможно было без самого главного достояния, без народа ингушского, трудолюбивого, умеющего дружить, благородного народа. Кабардино-Балкарию и Ингушетию связывают не только традиции и культура общая, но и узы вековой дружбы. Мы всегда были рядом и в радости, и в горести. Я уверен, мы должны продолжить эти традиции, укреплять их во благо укрепления многонационального нашего государства, нашей страны. И я абсолютно уверен, мы это сумеем сделать. Еще раз поздравляю жителей республики с этим праздником. Желаю процветания, благополучия и мирного неба. От души хочу поздравить вас всех с, казалось бы, небольшим, но юбилеем республики. 30 лет даже для человека как бы не совсем-то много. Но, вы знаете, президент Российской Федерации всегда говорил и повторял, что мы многонациональное государство, мы сильны, с одной стороны, многонациональное государство – это возможные противоречия, но мы сильны своей многонациональностью. И в этом наше преимущество над всеми другими. И то, что сегодня, после развала Советского Союза, все республики, края и области возвращаются к своим историческим традициям, своей истории, она многовековая. В частности, и в республике Ингушетия она многовековая история. Традиции, обычаи, культура. Это говорит о том, что мы возвращаемся к своим корням. А наша история, наши традиции, наши обычаи, это всегда были, или в них всегда было уважение, любовь к своей родине, любовь к своей семье, уважение к старшему, добрососедская, дружеская жизнь. Я поэтому еще раз хочу поздравить с 30-летием всех жителей Ингушетии. Мира всем нам, добра и процветания. С праздником! Сегодня большое событие для всей страны. День рождения Республики Ингушетии. Я искренне благодарю за приглашение посетить этот замечательный праздник, который сегодня переполняет мое сердце по причине того, что я вижу, насколько на улице тепло не только от того, что хорошая погода, но тепло от того, что люди с хорошим настроением с самого утра идут праздновать этот большой праздник. Конечно, от себя хочу отметить, что как председатель Комитета по социальной политике для меня большая радость, что республика сохранила уникальные показатели по национальному проекту «Демография», потому что самый высокий показатель продолжительности жизни именно в Республике Ингушетия. И самый высокий показатель по рождаемости тоже в Республике Ингушетия. Я предлагаю с других республик просто приезжать и учиться этому, как жить долго и как много рожать детей. И я хочу отметить, Махмуд Али Макшарипович, и также это заслуга вас, вашей команды, всего ингушского народа, как растет инфраструктура, именно социальная.
Появляются новые детские сады, школы, больницы, перинатальные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты. Я могу перечислять очень многое. И вот такой интенсивный путь развития, он действительно замечен в последние годы. Я со своей стороны хочу пожелать республике добра, процветания, вот такого же темпа, который был задан. И от лица председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко я хочу передать вам приветственный адрес от Валентины Ивановны и маленький подарок. Вы были у нас в Совете Федерации, но хочу, чтобы у вас в кабинете висела вот эта картина. Это здание Совета Федерации, где вас всегда ждут вас, вашу команду и всех из Республики Ингушетия. Спасибо. Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, дорогие друзья, позвольте от главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Барзбеевича Тимрезова зачитать приветственный адрес. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, дорогие друзья, от лица многонационального народа Карачаево-Черкесской Республики поздравляю вас и всех жителей Ингушетии с 30-летием образования государственности Республики в составе Российской Федерации. Закон об образовании Республики Ингушетия, принятый в 1992 году, стал началом больших изменений в жизни тысячи людей. Трудолюбивые, созидательные жители Ингушетии за эти годы приложили немало усилий для того, чтобы родной край стал именно таким, каким мы видим его сегодня. Ингушетия является перспективной, стремительно развивающейся республикой, которая восхищает гостей своей природой, культурными и историческими достопримечательностями, но самое главное – людьми. Между нашими республиками сложились теплые, поистине братские отношения. Карачаево-Черкесии в этом году тоже исполняется 30 лет. Мы проводим одну работу созидательскую, которая повторяется из одного региона в другой. И как прежде, нас объединяет общее старание внести свой вклад в развитие нашей малой Родины и великой России. От всей души поздравляю жителей Республики Ингушетия с 30-летием, желаю крепкого здоровья, мирного неба и благополучия. С искренним уважением, Рашид Барзбеевич Тимрезов. В своем выступлении Махмуд Али Калиматов поблагодарил гостей за теплые слова и отметил задачи, которые стоят перед республикой. Мы в действительности можем сказать, мы развиваемся динамично, насколько это возможно в тех условиях, обстоятельств, в которых мы находимся. Но изначально хотелось бы сказать, 30 лет назад я, конечно, бывал здесь. Очень сложно было. Сегодня немножко подзабыли те страшные времена 90-х. 90-х, когда в целом было по стране, конечно, да, и Владимир Владимирович Путин об этом много говорит, и стабилизировать, разбалансированность общества было сложно. И здесь также, а в 2000-х годах еще, можно сказать, были такие ситуации, которые наносили вред в целом. Международный терроризм, который проник на Кавказ, и молодая республика устояла. Сегодня помощь, ту, которую нам оказывает федеральный центр, правительство России, Совет Федерации, вы знаете, у нас не Совет Федерации были республики, Государственная Дума и представитель президента полномочный Юрий Яковлевич Чайка, вы знаете, то внимание, которое, оно дает нам право, чтобы мы трудились, учились, но в то же время у любого человека есть право, еще есть обязанности. Мы должны добросовестно относиться, кто учится, кто работает, кто лечит, кто образование дает. Поэтому в целом общество, я хотел бы сказать, здоровое, красивое и доброе. Я как-то сказал, пора давать результаты. 30 лет все-таки. Поэтому у нас еще с вами задач много, и мы будем еще больше давать результаты и продвигаться вперед. Спасибо большое. Всем желаю добра. Мяш могу ждолуш дал дуах долдвой. Баракал. После мероприятия гости и глава республики направились в Сунжу. Там на стадионе Дьякова состоялось главное праздничное мероприятие, посвященное поистине исторической дате для всего ингушского народа. Муслим Ганиев,
Новости 24.